Вы смотрите официальные дневники первых международных интеллектуальных игр. 3D-моделирование IT-хакатон, Олимпиада Туймада и научно-практическая конференция уже начали свою работу. Участники все больше и больше погружаются в атмосферу игр. Так давайте же посмотрим, как проходит работа направлений. Второй день соревнований по 3D-моделированию был посвящен художественной части. Заданием на день было спроектировать деталь, олицетворяющую нашу республику или международные интеллектуальные игры. Надо отметить то, что уровень такой довольно высокий у детей. Подавляющее большинство напечатали большую часть задания. Если не успеют, это ничего страшного, потому что задание у нас сложное, на 100% его выполнить довольно сложновато будет. Они должны как можно больше сделать все это. Первый день у нас было техническое моделирование. Они должны были сделать мультитул. Такой инструмент, в котором есть все необходимые инструменты, то есть как набор инструментов в одном корпусе, да, для обслуживания 3D-принтеров. То есть там отвертки, шестигранники, пассатижи, пассагурцы, вот все это у них должно быть. А во второй день, то есть сегодня, они печатают чехол для него, да, с этим, как художественное направление, да так, чтобы дизайн напоминал вот именно нашу республику. На выполнение проектов участникам было дано 8 часов. За это время они должны были придумать и изобразить свои идеи в компьютерных программах. Чтобы получить хороший итог работы, нужно было правильно распределять свое время, что с трудом удавалось некоторым участникам. Какая, по вашему мнению, интереснее задача, техническая часть или творческая? То, что интереснее, это зависит от самого человека. Скажем, нам легче делать техническую часть, потому что мы не очень-то и хороши в художественной части. Поэтому нам интереснее делать техническую. В общем, с заданиями мы пока что не успеваем из-за того, что делали модельки слишком большими. Но задания увлекательные, и работать над ними не очень-то и трудно и не очень-то и легко. Лично для меня интересно более техническое, так как я люблю точный расчет и острые формы. Для моей партнерши интересна более творческая часть. Это был последний этап соревнований по 3D-моделированию. Итоги направления мы узнаем 12 июля на торжественном награждении победителей. В КФЭНе прошло открытие одного из самых интересных направлений, одной из особенностей которых является работа в команде. Называется она IT-хакатон. Здесь же его назвали Якатон. IT-хакатон – это марафон программистов, где небольшие команды, состоящие из участников, сообща работают над решением какой-либо проблемы. IT-якатон, проходящий в рамках международных интеллектуальных игр, направлен на решение глобальных проблем, затрагивающих человечество. Менторы, которые сидят, это те ребята, которые работают с нами постоянно. Мы уже проводим 5 лет, как технопарк. Это наши постоянные, менторы, наша команда, которая организовывает хакатон. Что учитывается при оценке работы? Там 4 группы факторов, поделены каждая группа на 2 фактора. И, по памяти оценивается сама идея, да, потом насколько она технически проработана, насколько хорошо выполнен дизайн продукта. И, конечно же, оценивается выступление. Я рассказал верхний уровень, да, каждый из этих критериев, он делится еще на 2. И в итоге выносится общий балл. Участникам выдали 17 тем о глобальных проблемах человечества. Одна из них – гендерное неравенство. Задание будет выполняться в течение 3 дней. Ежедневно на несколько часов участников IT-якатона будут изолировать от внешней связи и интернета для самостоятельной реализации проекта. Наша тема является это безопасность и доступность жилья обыкновенно. То есть, по сути, это находится в сфере городской среды и улучшение жизни сферы, получается, в городе. В конце первого дня айтишники встретились с участниками направления «Будущие дипломаты», чтобы те проконсультировали их насчет заданных тем соревнований. Для обеих сторон встреча прошла продуктивно и полезно.
Мы в спортивном центре «Триумф», где проходит научная конференция «Милсет». Участники с разных стран продемонстрировали свои проекты перед экспертной комиссией. В Центре спортивной подготовки «Триумф» состоялась международная выставка научно-исследовательских работ школьников в области науки и технологий Expo Sciences Восток 2018. Участники представили интерактивные стендовые презентации своих проектов. Работу оценивала экспертная комиссия. For how long have you worked on your project? Сколько времени вы работали над проектом? 6 месяцев. Вы сталкивались с трудностями? Да, это было очень сложно. Мы потратили много времени, чтобы сделать этот проект. We spent a lot of time to make this work. Мой проект это означает то, что мы исследуем качество воды города Алматы. А именно на данный момент мы исследовали это родниковые воды, есть ли в них тяжелые металлы или же вредные вещества для организма человека. Представленные проекты охватывают широкий спектр исследований, начиная от производства мороженого из кобыльего молока, заканчивая автономной водяной станцией. Моя работа называется «Модель автономной насосной станции». Она полностью автономная, так как имеется солнечная батарея, и она обеспечивает всю нашу модель. Мы сделали нашу модель на базе Arduino. Мы сделали нашу модель, потому что мы видели, как люди мучаются, работая на насосных станциях, и мы увидели это и сделали нашу модель. What was your favorite project so far? Каким был ваш любимый проект? Я очень впечатлен 14-летним мальчиком из Якутии. Его проект подразумевает постройку автономной насосной станции. Это очень впечатляет, что, будучи 14-летним ребенком, он смог сделать прототип своего проекта. Несомненно, проекты участников будут полезны человечеству. Кто знает, может быть, один из них совершит новый прорыв в науке. Смотрите все выпуски на нашем YouTube-канале Кискиль Онлайн. Отслеживайте все свежие новости на официальном аккаунте Международных интеллектуальных игр. Давайте же вместе заниматься наукой и заводить новых друзей. Пока-пока!